Недельная глава Ваешев и Микец. Свет Ханука. В период чтения недельных глав Ваешев, когда родился мой сын Давид, и главы Микец, период, который я родился на 4-й день Ханука в субботу, мы празднуем праздник Хануки, праздник света, праздник обновления Иоанна, 10 глава, 22 стих. Ханука – это остановка, на которой происходит обновление духовной ступени, когда более высший свет приходит и поднимает душу вверх к духовным мирам. В этих главах говорится об Иосифе, который получил остановку в своих страданиях и был поднят во славе на статус управляющего всем Египтом для того, чтобы их спасти от голода и дать им пищу вовремя, не только плотскую, но и духовную, богопознание единобожия. Так наш Господин Иешуа Машиах поднимает своего раба на эти духовные вершины, чтобы он давал пищу вовремя всему этому Египту, нашему миру. Матфея 24:45. Так как этот праздник назван светом, то раб Божий несет свет единобожия, свет всякого слова Божьего, свет заповедей, который есть путь к жизни. Свет Хануки – это свет более обычного света, который мы получаем в течение 6 тысячелетия, и более того света, что мы будем получать в тысячелетнем царстве 7-й тысячи. Свет Хануки длится 8 дней и имеет в себе число 8, более духовное, чем 6 и 7, когда уже жизнь будет происходить в духовном нетленном теле. Итак, Ханука – это освящение, обновление. Ханука, символом, который является маслом, является собой раскрытие самых сокровенных тайн Торы, того, что называется тайное тайн. Ведь есть праздники в Торе, и сама Тора выражается в таковых уровнях. Молоко – это для младенцев начало Слова Божье. Вода Торы – это простой смысл Торы. А вино – это тайные, к чему призывает Танах, чтобы человечество поднималось постепенно на эти ступени согласно своему духовному уровню. Мы говорили о празднике Пурим, который связан именно и с вином, когда человек должен пить вино, веселиться. То есть в духовном аспекте духовный человек должен пить духовное вино. То есть вино на иврите яин 70 числовое значение, слово еврейское сот тайна также 70. И это каббалисты учат нас, что мы должны пить это духовное вино, вино Торы, чтобы слово Торы и слова Машиаха, который наш Господин Иешуа Мессия раскрывал Тору в более высшем духовном аспекте, совершенной любви и в духе, вселялась в нас со всякой премудростью. Но Ханука – это такой сильный свет, который каббалисты называют тайна тайн. Именно в нашу эпоху, в конце изгнания, необходимо изучение тайного тайных, чтобы противостать густившейся тьме и чтобы попробовать вкус приближающего избавления. Каббалисты видят указания на Хануке в Торе и пророках. 25-го Кисля, когда мы празднуем Хануки, в это число стало днем освящения Хануки, жертвенника во дни Хасмонеев. В Торе имеются еще и некоторые намеки, например, 25-е слово в Торе – ор, свет.
25 место стоянки сынов Израиля Хасмана. 25-го Кислева была закончена работа по строительству скинии. Именно в чудо Хануки еврейский народ черпал на протяжении столетий надежду и веру в будущее, к мужеству оставаться верным ему в эпохе жесточайших гонений. Ханука учит нас, что святость и чистота еврейской жизни должна быть защищены любой ценой. Сама Ханука оказывает животворящее влияние на весь мир. Слово Ханука впервые встречается в Торе числам 7 глава 10 и 11 стих. Два праздника Пурим и Хануки говорят о том, что если на Пурим физически пытались истребить еврейский народ, то на Хануку истребление хотели осуществить духовное, чтоб не учили и не соблюдали евреи Тору. Но ни та, ни другая попытка не имели успеха, потому что верен Господь своему обещанию, ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились, говорит Танах, Малахии 3:6. Итак, Ханука – это свет. Наш свет – это Мессия Иисус, говорит Танах, Исайя 49:6. Говорит Новый Завет Иоанна 12:46. Евангелие говорит на Хануку: многие уверовали в Мессию Иисуса. Иоанна 10 глава 42 стих. Ханукальные свечи зажигают от свечи шамаш, служка. Эта свеча символизирует Мессию, Иисуса нашего Господина, который пришел послужить на планету Земля, оставил мир духовный, блаженств и пришел, чтобы послужить нам. Матфея 20 глава 28 стих. Также и нам, верующим в Него, нужно служить. Матфея 20 глава 26-27 стих. Нам нужно зажигать сердце людей, подобно свече шамаш, быть светом миру. Признак обновления Ханука имеет отношение к нашим семьям. Укрепляйте брак, улучшайте взаимность и взаимные отношения в семье. Слово Ханука связано со словом ханух – воспитание. Воспитывайте лучше ваших детей, чтобы они возрастали в Слове Господней в Святой Торе. С самого раннего детства важно дать им настоящее и цельное еврейское воспитание, чтобы они держались того, что Божие, там, где есть свет и обновление души, чем является праздник Ханука, а не человеческих вымысел, где пустота и тьма. Ханука призывает нас посредством своей символики и духовности к заповедям, которые светильник и Тора свет, притчи 6:23. Праздник Хануки – это день рождения света. Слово Ханука происходит от корня хана – торжествовать, открывать, комната – место стоянки, хинех – обучать. Таким образом, праздник Хануки – день рождения света, и в это время родился Мессия Иисус, Иоанна 9:5, и Он торжественно открыл свет божественных лучей и обучал учеников и народ Торы во свете божественном. Дух Мессии, ее вышел из духовных миров. Это Дух Мессии Иешуа, Господина нашего. Ее высшее Я становится светом миру, Иоанном 9:5. В Откровении 4:5 говорится о ханукальном свете 7 светильников, огненных горели пред престолом, который суть 7 духов Божьих. В общем случае,
Семисвечник понимается верующими Нового Завета как символ Духа Божьего, дающего всем даров премудрости из одного источника. Итак, Ханука – это освящение, прославление света и святости. Все народы должны присоединиться к еврейскому народу и вместе праздновать этот праздник и веселиться с народом Божьим, говорит Тора. Второзаконие 32:43. Итак, таковы торжественные праздники, о которых мы сейчас говорим, как праздник Пурим, Хануки, также должны праздновать и другие языческие верующие, в том числе христиане, ибо Тора говорит, Второзаконие 32:43 в недельной главе Азину: «Веселитесь, язычники, вместе с народом его». И вот мы должны веселиться с народом Божьим, из Израилем, откуда спасение, кому верено Слово Божье, который знает лучше всех волю Божью и может научать нас. Мы должны вместе, когда приходят эти праздники Пурим, Ханук, веселиться с народом Божьим, которого хотели злые силы, дух Амалика, Амана, дух антисемитизма, и сегодня пытаются уничтожить этот народ, истребить его. Но, как Лев Толстой пишет, никакие пытки, никакие войны ничего не смогли, чтобы уничтожить еврейский народ, принесший Слово Божье. Поэтому ты, дорогой житель, должен именно, даже и ты, христианин, должен праздновать, веселиться вместе с народом Божьим, потому что именно хотели истребить еврейский народ и в Пурим физически, а в Хануку духовно. И Тора повелевает тебе веселиться вместе с народом в эти праздники. Дорогой житель, я обращаюсь к тебе от имени сегодня господина Иешуа Машиаха. Если ты любишь еврейский народ, то есть если ты любишь Иешуа Машиаха, то ты должен также именно и полюбить еврейский народ. Итак, будучи рабом Божьим, призываю тебя ежегодно, чтобы ты веселился в этот праздник с народом Божьим, как говорит Тора: «Веселитесь, язычники, с народом его». Ибо Мессия Иисус, который является этим светом, лучом Ханука, говорит спасение от иудеев. Поэтому тогда, говорит, многие народы делались иудеями и веселились в эти праздники. Призови, дорогой житель планеты Земля, весь свой дом, семейство, весь свой народ к этому ханукальному свету, и таким образом будет более сильнее свет гореть на нашей планете Земля. Да поможет тебе в этом Господь, да даст тебе этой силы расширить сердце твое, чтобы ты не был антисемитизмом, чтобы у тебя не проявлялся именно этот дух Амалика, Амана, вражды против еврейского народа, ибо раби Шауль апостол Павел пишет в послании римлянам, что они, несмотря что враги твои по благовествованию Евангелию, но они возлюбленные Богом, и это возлюбленный народ принес слово и спасение от этого народа. Он даровал нам Тору, даровал нам Мессию, который умер и искупил грехи всего человечества. Поэтому Тора повелевает тебе в недельной главе Азину, Второзаконие 32:43: «Веселитесь, язычники, все христиане языческие, вы должны веселиться с народом Божьим именно в эти праздники Пурим и Ханум, и тем более в праздники Бога Яхве, праздники Господни. Да благословит тебя Господь, дабы ты усматривал в этих праздниках день онный, в который именно будет поднята душа на более возвышенные духовные уровни. Аминь».